Друзья, всем привет! Сегодня мы будем разбирать посылку, распакуем посылку, которую я получил от своих самых преданных зрителей, самых моих любимых фанатов. Вот, сейчас, начнем, все покажу. Зацените, какие у меня обои крутые в квартире. Давайте посмотрим, что тут. Итак, мам, пап, спасибо вам большое. Упаковали все, отправили. Прям ждал с нетерпением, очень боялся, что там зимник закроется, не дойдет. Мои шмоточки пришли. Даже не помню, что здесь. В общем, 5 мешков, весла. Моя любимая байдарка. Родная моя, соскучился по ней, блин. Конечно, порвали чехол. Нехорошие люди, блин. Ну ладно, что, главное, чтобы байдарка была целая. Сейчас буду разбирать, смотреть. Вот такое вот у меня радостное событие. Так что к весне готов. Сезон уже открывается. Думал, что с водой придется ждать до, не знаю, до мая, до июня. А сейчас ребята написали, что можно поехать поплавать куда-то там, не знаю еще куда, не понял куда. Но, возможно, сегодня, сейчас через час уже надо будет поплыть. Вот, в общем, сапожки мои зимние пришли, сапоги медведь. И в них вот мама мне упаковала вкусняшки. Малиновое варенье. Мамуль, спасибо. Переживаю за то, чтобы мне тут витаминов хватало. И вот сушеные яблоки. Сама все делает. Ну там, наверное, еще что-нибудь такое есть. Сейчас буду разбирать, смотреть. Пасик мой. Надо еще найти насос. Блин, есть насос? Нету. Так, сапоги мои рыболовные, болотные. Что-то они тяжеленькие. Что-то там. О, чаек. Что-то еще какая-то банка. Так. Наверное, тоже варенье. Круто. Чаек и еще малиновое варенье. Сапоги вот неплохие. Это зимние. Из пененной резины Эва, по-моему. Здесь усиленная подошва. Чтобы не... Есть шипы еще здесь на подошве. Но из-за того, что она усиленная, ноги... Вот я минус 10, минус 15 ходил, уже подмерзали, на самом деле. Мне кажется, они для местных морозов вообще не подойдут. Несмотря на то, что здесь вот такой супер носок, 5-слойный. Тут и фольгированный слой, там шерсть внутри. То есть, казалось бы, блин, сделано все очень круто. Ну, здесь я уже не проверю. В принципе, уже даже не знаю, зачем мне тут. Ну, на следующую зиму. Но, мне кажется, да под минус 40, минус 50 не прокатит. А забродники вот эти вообще нормально. Ну, не забродники, болотники. Хорошие сапожки вообще. Так вот, они легенькие. Единственное, какой минус, это они легко повреждаются. В лес зашел, походил, поцарапал и все. Для воды не катит. Так что это такие, они как расходные чеки. На сезон зачастую бывает. Мои кореша могут поржать над этим, если будут смотреть это видео. Знают, что было с моими прошлыми сапожками. Вот, что-то на уголь наступил, пропалось. Был у нас один веселый рыболовный выезд, где такие сапожки ждали большие приключения. Парняги, здорово, туристы. Следующий мешок. Ну, шмоточки, одежда всякая. Надо будет поразбирать. Здесь тоже, похоже, одежда. Это египетские чешки. По Карлам ходить. Мед. Мамуль, спасибо еще раз. Так, рыболовная сумка моя с Алиэкспресс. Нормально, тоже надо. Дальше поехали. Термосумка вроде целая. Здесь основная моя снаряга находится. Ее разбор можно отдельно сделать. Ну да, вот этот поджопничек. Вещь очень нужная. Что это? О, вот они, ботиночки. Блин, как смелись. О, что-то еще. В ботинках. Оп. Какая-то банка, тоже, наверное, варенье. О, мой гамак. Вот он. Yes. Все, нашел. Не могу найти. В общем, у меня потерялось это крепление. Ездил в Микон. Ну, у меня второй такой налобник. На нем, похоже, оставил. Кот потерял. Все, крепление есть. Сейчас на лоб одену. Будем нормально снимать. Все, руки свободны. Этот мой шлем для сплавов. Но для альпинизма, сказали, такой не подойдет. Он должен удерживать удары камней сверху.
Бау. А по порогам вот нормально. Ходил в нем. Гамак я все-таки решил брать свой. Вот мой гамачок. Ну, это по сути тент 3×4, но я из него сделал гамак. Накинул стропы вот так вот. Это вот я его у Андрея Прото заказал. Он их как бы, эти тенты, это тент-трансформер, из него что угодно можно делать на самом деле. Навес там, ну, именно как тент. Тут куча оттяжек, куча петель. Не только по краям, он еще весь прошит. Ну, качество очень крутое вообще. Но я в нем прожил, вот года 3-4 я в нем спал. После гамака я даже не знаю, теперь в палатках спать вообще не хочется. Но здесь есть один нюанс. Это комары. У него сетки москитной нету никакой. Я и в Карелии там мучился, когда там зажирали. А тут вообще нереально спать будет. Шлепчики мои. Тоже Декатлон. Вообще Декатлон рулит. Я вот, ну, потому что там очень качественные вот эти ботинки я взял за 3000, что ли, рублей. И мне очень понравилось, что они как бы, ну, они водонепроницаемые, по идее, я не проверял. Так и не ходил в них по лужам. Ну, они дышат очень хорошо. Когда тепло, прям вот реально до нога не потеет. Хотя, казалось бы, такая плотная ткань. Смотришь, что здесь так вот, ну, что... О, спиннинг. Так. Оп, оп, ну-ка. Специально байдарочный спиннинг себе взял. Именно для байдарок. Маленький, телескопичный. Есть и двухсоставной, но я его не стал брать. В Питере оставил. Скоро пойдет летняя рыбалочка. Прям не представляю, какова она здесь, в Якутии. Пуховичок легенький. Мой. Где-то была дырка. О, мама зашила. Вторая моя герма. Поменьше, тут уже 60 литров. Это на 90, это на 60. Но двух, в принципе, вот в походе обычно хватало. Ну, плюс еще шмоточки один. О, это мама положила мне стелечки. О, пополнение в носках моих. Так, что у нас тут? Угадайте, что в этом мешке. А в этом мешке моя походная баня. Баню я очень люблю в любом виде, особенно в походном. Ну, всякие. О, как раз мне сейчас понадобится. Это одежда непромокаемая. Вот еще куртеха. Тоже Декатлон. Хорошая куртка. Последний мешок остался. Я надеюсь, есть насос. Блин, вот эта маленькая помпочка, ей замучайся байдарку качать. А есть насос такие побольше. Одна надежда на вот этот мешок осталась. Может быть, он тут? Нет. Тут нет. Ну, значит, не нашелся. Значит, я его потерял. Насос. Пенка моя. А это мои шмотки. Тоже герма. Тоже Декатлон. Очень удобно для шмоток, потому что она прозрачная. В них вещи вообще копаться. Вот видите, все на виду. Все. И она плюс вот клапан стоит для этого. Раскрыл. Спустили. Закрутили. И все там утрамбовано. Ладно, это тоже потом разберу. Так, насоса нет. Ну что, тогда собираю вещи. Сейчас пойдем поплавать. Вроде как ребята настроены решительно. На байдарке погонять. Папа мне передал очень нужную штуку для лета. Знает. Спасибо. Что, нормально? Хорошо сидит. Ну что, вещички собрал. Давайте откроем водный сезон. Еду в речной порт. Сейчас там есть место, где поплавать, поплаваем. Наконец-то. Порт в Якутске. Я тут еще не был. Первый раз. Так, нам туда куда-то идти. Вперед из песней. Мелкая. Привет. Сверху несколько одна. Привет. Привет. Привет всем, привет, привет. Гайка, потому что я же не в плоскую поверхность. Ну как у вас успехи? Ну, нормально. Скотчи? Я изоленту взял. А, ну все. О, Блин. можно я покачаю? Давай, качай. Смотри, что сделал. Забыл вторую штанину одеть. Такое чувство прям. Я не знаю, как его описать. Да, я прям. Это знакомый. Это байдарка катит. Светишься и светишься. Да? Освещай. Ярче, чем вот это солнышко. Ну что, последний штрих, перчаточки.
непонятно, наверное, моих чувств. Но представляете, когда вот ты это дело очень любишь, и начинается зима, кончается сезон, реально ты скучаешь так сильно по этому всему. Это просто когда байдарку увидел, мне прям такое чувство. Сейчас, если на ней поплавать, 6 марта. 6 марта, блин. Так, ну что? Главное, с непривычки не плюхнуться. В забродниках, в сапогах я редко плаваю. Упоры. Раз. Да. Блин. Вот это кайф. А, так это вот где мы. Это же, по-моему, 202 микрорайон. Здесь ледовый городок. Погулять по льду, как думаете? Нет, конечно. Но прошлой весной я так делал. Возле Вантового моста. Гуляли с друзьями, с бобрами. Бобры, всем привет! Сейчас плаваю, вспоминаю. Ну, Да? ну. Вау! Вау! О! Нормально зачерпнул, да. Не, ну не достало, я же на седлушке, нормально. Нормально, да. Сейчас примут меня за диверсанта. Скажут, ага. Что ты тут потерял, чувачок? Сказали, тут есть рыба. Проверим. Кружочек и собираемся, все. Вот так вот. Открыли сезон туристы-водники. Отлично. На удивление, в этом году я его открыл раньше, чем в прошлом. В Питере.